В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». «2020 год не был скупым на вызовы для всего мира. Не отличился он жадностью в отношении вызовов для крымских татар. В 2020-м коренной народ Крыма переживал как и те проблемы, которые появились со времени вторжения российских войск в Крым, так и новые. Каким был 2020 год для крымских татар, как на крымские проблемы реагировал мир и чего ждать в году 2021? Обо всем этом мы поговорим с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Рустем Халилов. На полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Рифат ага, приветствую вас в эфире радио Крым Реалии. Добрый день. Главный вызов 2020 для крымских татар. Каков он? Вот сразу с основного начну. Я думаю, что я никого не удивлю, если скажу тем, что главным вызовом в 2020 году для крымско-татарского народа, и не только для крымско-татарского народа, продолжает оставаться российская оккупация Крыма, которая длится уже без 2 месяцев 7 лет. Разделенные семьи, исковерканные людские судьбы, раздавленный бизнес, растоптанное благополучие людей, жизнь в условиях беспрерывной депрессии и все еще сохраняющихся надежд, ежедневно разрушающаяся, уничтожающаяся экология, исторические памятники, уникальные природные объекты. Это все вмещается в одно слово – российская оккупация. Длится 7 лет. Это главный вызов для крымско-татарского народа. Ну тогда сразу вопрос, как побороть этот вызов. Разговор о стратегии деоккупации Крыма ведутся уже не первый год, при 2 президентах. Обговаривалась она и на относительно недавней встрече народных депутатов с премьером Денисом Шмыгалем. Что сейчас известно о стратегии деоккупации? Если бы кто-то из нас сказал бы о том, что все эти годы российской оккупации и украинское государство, и международное сообщество в лице и Организации Объединенных Наций, и ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента, других международных организаций ничего не делало для того, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права, то мы бы тогда были бы неправы, если бы мы такое бы сказали. Очень много сделано за все эти годы, но результата нет. Результата нет. Крым продолжает быть оккупированным. Российская Федерация игнорирует все, даже самые жесткие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других международных организаций. Москва абсолютно и цинично отвернулась от решений Международного суда ООН, в том числе и о немедленной отмене запрета на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, о снятии запрета на въезд-выезд руководителей и членов Меджлиса крымско-татарского народа в Крым. И все это говорит о том, что и Украина, прежде всего мы, как государство Украина, и наши партнеры должны найти новые, более эффективные формы взаимодействия, которые бы наконец-то заставили бы Россию считаться с международным правом. Мы надеемся, что Крымская платформа в состоянии будет решить эту сегодня все еще представляющую чрезвычайно трудную проблему. Насколько это удастся, здесь зависит от очень многих факторов. Но Крымская платформа, вы имеете в виду, она должна включать и стратегию по деоккупации, и она должна быть, этот документ, составной частью платформы? Мы также ведем консультации, прежде всего, с Министерством иностранных дел Украины. Мы встречаемся с другими, скажем так, специальными ведомствами Украины
для того, чтобы попытаться найти возможности для того, чтобы любые формы деятельности Крымской платформы и прежде всего саммит глав государств, который, ну, ожидается где-то в мае 2021 года, если все в нашей реальной жизни будет этому способствовать, в том числе и пандемия коронавируса, мы делаем все для того, чтобы вот эти формы, они не ограничились только лишь такими действиями, которых и так, в общем-то, в нашей жизни достаточно. Я имею в виду очередное заявление, декларация, выражение беспокойства. Мы исходим из того, что тогда, когда собираются главы государств, но вне рамок вот специализированных международных организаций, где есть свой протокол, где есть свои, ну, определенные традиции, я имею в виду, скажем, Организацию Объединенных Наций или ОБСЕ, а здесь новое, но оно формализованное, но неуставное какое-то вот объединение глав государств, я не знаю, сколько их еще будет, но независимо от того, какие государства будут представлены своими руководителями, если они соберутся, а мы сделаем все, чтобы они собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с деоккупацией Крыма, мы попытаемся сделать так, чтобы это не ограничивалось только заявлениями, а за заявлениями были озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами для того, чтобы действительно российские войска покинули Крым. О платформе деоккупации мы вот буквально следующим вопросом поговорим, но сейчас мы не закончили со стратегией. Непосредственно сам документ. Можем ли мы, по вашим оценкам, по вашим надеждам, ожидать его в следующем году, либо он уже где-то согласован и, может быть, попадался вам на глаза? Я хочу сказать, что я знаю, что работа над этим документом проводится, знаю, что части министерств и ведомств, которые вовлечены в этот процесс, они подготовили, отправили свои предложения, видения в части их полномочий вот в той стратегии, которая готовится. Исхожу из того, что стратегия должна быть представлена до того, как соберется саммит глав государств, участников Крымской платформы. Было бы, согласитесь, нелогично собрать саммит и не предложить саму позицию Украины в части того, что необходимо делать Украине, что необходимо делать ее партнерам для того, чтобы восстановить международный мировопорядок, который так брутально был нарушен Россией в 2014 году. Но можно сказать, что и ранее предпринимались такие действия России. Можно вспомнить август 2008 года, агрессия против Грузии. Но мы сейчас говорим о глобальном кризисе, который охватил мир с вот февраля-марта 2014 года. И вот этой позицией украинского государства на этом саммите должна быть, собственно, уже обсужденная всеми сторонами в Украине стратегия. Кстати, вот одно из мнений, которое звучало относительно стратегии, что оно должно быть полностью закрытым, условно, чтобы государство-агрессор не предприняло предупредительные действия относительно каких-то пунктов этой стратегии. Вы какого мнения? Знаете, да. В этом не просто глобализованном мире, но мире, который уже настолько пронизан цифровыми технологиями и всеми иными новациями, очень сложно, наверное, сохранять абсолютную какую-то секретность или неизвестность для противника. Но даже если бы это было бы возможно, то я не думаю, что противник не должен был бы знать о, может быть, значительной части наших действий,
которые мы действительно будем делать для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что в этой стратегии есть немало того, что должно не просто публично обнародоваться, но и по ним должны приниматься конкретные законодательные или иные, ну скажем, нормативные решения. Я думаю, что вы догадываетесь, что я веду речь к статусу Крыма. Украинское государство, я в этом просто настолько уверен, я и мои коллеги, мы должны на саммите крымского формата очень четко показать нашим международным партнерам, каким будет развитие Крыма с момента восстановления государственного суверенитета Украины над полуостровом, какие гарантии будут предоставлены его коренному народу, крымско-татарскому, для того, чтобы он сохранялся и развивался на своей земле. Поэтому такого рода шаги украинского государства могут быть публичной частью стратегии. Разумеется, я с вами тут согласен, в стратегии будет, наверное, опять же, немало таких шагов, которые не обязательно Москве знать до того, пока эти шаги не будут реализовываться. Я правильно вас понял или все же ошибаюсь, что одним из элементов стратегии, по вашему мнению, должна быть крымско-татарская автономия? Наша позиция заключается в том, что мы должны быть абсолютно честными и понятными перед партнерами. И любые такие позиции, звучащие как о том, что давайте возвратим Крым под государственный суверенитет Украины, а потом уже будем думать, как там обустраивать жизнь людей, мы воспринимаем исключительно, в самом мягком случае, как просто непонимание вообще вот самой всей ситуации, которая сложилась и в сегодняшнем оккупированном Крыму, и насколько это связано с будущим развитием, восстановлением государственного суверенитета, насколько связано с будущим украинского государства. В худшем случае такие высказывания мы воспринимаем как абсолютную, такую татарофобию и нежелание, как и было 23 года до оккупации, если мы считаем с 1991 года, нежелание просто решать проблемы, связанные с восстановлением прав крымско-татарского народа. Я все-таки очень надеюсь на то, что ситуация после 2014 года, я имею в виду восприятие украинского общества, она кардинально изменилась, и политики, которые будут пытаться говорить нашим партнерам: помогите нам восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом, а мы потом подумаем, как развивать Крым, эти политики просто будут скоро выброшены на обочину украинской политики. Меджлис каким-то образом привлекали к разработке стратегии деоккупации? Я скажу так, что мы работаем в этом направлении, мы проводили и проводим соответствующие встречи. Просто позвольте мне пока назвать только Министерство иностранных дел Украины и ограничиться только вот этим упоминанием, хотя понятно, что мы работаем и с другими органами, государственными органами Украины. Далее поговорим о платформе по деоккупации, но прежде чем обсудить этот вопрос с главой Меджлиса, предлагаю послушать нескольких спикеров. В августе президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Евроньюз отмечал сложность переговорного процесса по деоккупации аннексированного Россией полуострова в рамках Нормандской четверки. Давайте послушаем фрагмент интервью Зеленского. Телеканал Евроньюз опубликовал видео с переводом на русский язык. Крым — наша территория, мы вернем его обратно. Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма. Бывший президент сказал, что мы движемся вперед и многое сделано для того, чтобы вернуть Крым. Действительно, есть судебные процессы, есть международные переговоры.
Но я вам честно говорю, на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса. И думаю, что такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции, мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США, и другие страны, которые очень помогают. Это все, что я вижу. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? Да, собираюсь. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар в конце декабря в эфире радио «Крым Реалии» рассказала, что по итогам саммита Крымской платформы, который планируют провести в мае следующего года, будет принята соответствующая декларация. Будь-який саміт – це серйозна підготовка. Будь-який саміт має фоллоуап, тобто домовленості, які під час саміту відбуваються. Сам саміт як фізичний акт демонстрації і сигналів. Окрім того, ми вирішили, що важливою частиною цього виміру буде підписання декларації. Ми зараз фіналізуємо цей драфт. Це документ, який Україна візьме в роботу і відкриє його для приєднання всіма бажаючими країнами. Цей документ буде фіксувати, що фактично Російська Федерація є країною-агресором, країною, яка порушила міжнародне право. Політика невизнання, політика тиску на Російську Федерацію. Зокрема, буде робитись увага на основних акцентах наслідків і мілітаризації, порушення прав людини, і положення кримських татар. Це буде прописано в декларації. Єдине, що це не буде великим документом, тобто це політичний документ, який, якщо країна приєднається, вона таким чином демонструє, що вона ніколи не визнає спроби анексії з боку Російської Федерації або зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя через російську оккупацию. Также Эмине Джапар отметила, что саммит важно провести не в онлайн-формате, а при физическом участии лидеров стран. Наступного року буде саміт Кримської платформи. Наразі ми працюємо над датами. Дійсно, лунало кілька дат в інформаційному просторі. Підкреслю, що для нас, для президента України, важливо провести цей захід фізично. Не в Zoom-форматі, не в VTC, для того, щоб лідери країн, керівники інших країн приїхали до Києва, і ми могли відбути цей саміт, який буде присвячений Криму. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Рустем Халилов. Мы разговариваем с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Мы уже в начале нашей программы говорили о платформе по деоккупации. Насколько я понял, Рифат, вы считаете, что сама идея успешная, правильно? Идея Крымской платформы? Да, идея Крымской платформы, да. Мы должны сделать все, чтобы она стала успешной, чтобы она не закончилась провалом. Я сразу хочу, каким-то образом немножко, может быть, извиниться за такую жесткую риторику, но поверьте мне или поймите мою логику, что любые действия в рамках деятельности Крымской платформы и прежде всего на саммите, а я очень хочу надеяться, что он состоится, любые действия, которые будут повторять действия ООН, ОБСЕ, других международных организаций и не будут предлагать конкретные шаги, которые приведут к деоккупации, если хотите уже совсем яснее, и не будут предлагать конкретные шаги, которые заставят Россию возвратиться в рамки международного права, вот это я буду считать провалом, потому что Россия и дальше будет тогда просто укрепляться в оккупированном им Крыму. Необходимо будет, чтобы в этом заявлении или позиции тех или иных правительств, которые будут участниками Крымской платформы, очень четко прозвучали их позиции. Именно их позиции, этих правительств. О том, чтобы они скажем так, не осуждали санкции против России как, скажем так, как действия, которые не ведут к диалогу. Ведь среди наших партнеров Украины, есть государства, которые на других площадках говорят о том, что недопустимо по отношению к России применять санкции, потому что это отдаляет ее от диалога для решения этих вопросов.
Надо, чтобы эти правительства выбрали себе позицию и были очень четкими, но понимание того, как можно достигнуть восстановления территориальной целостности Украины. Мне очень хотелось бы, чтобы правительства очень четко высказывались бы в отношении тех действий, которые они будут предпринимать по отношению к России для того, чтобы заставить ее, я это буду повторять все время, заставить ее жить по цивилизованным человеческим законам, которые закреплены во множестве международных нормах, документах, начиная от устава ООН. Конкретные практические шаги, о которых вы говорите, что это может быть на практике? Усиление санкций, еще что-то? Это может быть некий план действий. Это некий план действий, когда те правительства, представители которых участвуют в крымском формате, говорят о том, что они выступают за усиление позиций, за усиление, скажем, санкций в отношении России, и поэтому они выступают за немедленное эмбарго на российские энергоносители, что правительства этих государств на всех международных площадках будут добиваться выполнения такого подхода. Вот вам, пожалуйста, первый такой шаг. Второе, допустим, правительства говорят о том, что они максимально сокращают любые отношения с Российской Федерацией, потому что ее действия, связанные с захватом чужих территорий, несут непосредственную угрозу и их безопасности, и их народам. И они максимально сокращают все свои отношения с Российской Федерацией. Я понимаю, все то, что я говорю, это будет, если такое будет приниматься, оно чрезвычайно и сложно для особенно отдельных государств. Это будет с достаточно ощутимыми экономическими утратами, но надо как-то выходить из этой ситуации для того, чтобы остановить расползание угрозы над всем миром. И государства наконец-то должны, представители этих государств должны очень открыто сказать, что угрозу, которая сейчас существует по отношению к Украине, и она связана с оккупацией Крыма, с частью отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что государства воспринимают это как непосредственную угрозу своей безопасности. Это ключевые слова. Не просто общие слова, как воспринимают угрозу для глобального мира и тому подобное. Нет, правительства должны воспринимать это как непосредственную угрозу своей безопасности и предпринимать те действия, которые бы они предпринимали, если бы Россия непосредственно напала бы на их территорию. Она сегодня не напала, но завтра нападет. На протяжении этих 7 лет, с 2014 года, вы встречались с представителями разных стран, с достаточно влиятельными чиновниками. И вот по опыту общения с ними, все-таки эмбарго на энергоносители и другие достаточно резкие шаги, это все очень серьезно, да? Люди, с которыми вы встречались, воспринимают ли, считают ли они действия России действительно угрозой для своей собственной страны? Смотрите, как правило, наша позиция начинает озвучиваться заметными европейскими политиками тогда, когда они покидают те должности, которые они занимали в тот период, и от них требовалось принятие решений. Я тут вспоминаю одну из конференций в Варшаве, я не помню, это было несколько лет назад, и где со стороны Украины принимали участие ряд известных политиков, и господин Яценюк там был, и я как председатель Меджлиса принимал участие и выступал на этой конференции, напомните мне фамилию, предыдущий президент Франции. И я просто опешил, я как бы вошел в шок, такое шоковое состояние, когда он сказал, я попытаюсь сейчас процитировать точно его слова, он сказал, будем откровенны, нам Россию никогда не остановить в ее агрессивных устремлениях, если мы не предпримем полную эмбарго ее, он не сказал энергоносителям, он сказал нефти и газу,
и потом посмотрел по сторонам и сказал, но здесь же сидят представители правительств, которые этого, скорее всего, не захотят, потому что на дешевых этих энергоносителях во многом держится их экономика, и никто не захочет хотя бы временно поступиться вот таким развитием экономики. Но и после этого началось обсуждение, оно было очень разным, но факт то, что президенты об этом говорят после того, как покидают свои посты, говорит о том, что нам надо быть настойчивыми, чтобы они такую позицию занимали тогда, когда они в состоянии принимать для собственных правительств кардинальные решения. Насколько понимаю, речь шла о Франсуа Олланде. Да, это был он, да. Когда может появиться шанс вовлечь в разговор о деоккупации Крыма саму Россию? Что должно произойти? Я в таких случаях говорю, и я действительно так думаю, для Москвы должна возникнуть угроза большая, чем угроза от потери Крыма. От потери Крыма представлений кремлевских правителей. И когда меня спрашивают, а что это может быть за угроза, я говорю, это угроза полного коллапса российской экономики, которая чревата распадом, территориальной дезинтеграции российского государства. Вот эта угроза, она может заставить Кремль, неважно, независимо от того, кто там будет сидеть, она может заставить Кремль возвратиться нормы международного права и отползти, пусть и с очень большими какими-то сложностями, с тех территорий, которые она оккупировала. Речь идет не только о Крыме, хотя мы в первую очередь думаем только о Крыме, если честно говорить. Речь идет о Тирасполе, речь идет о части территории Грузии, речь о многом, что идет, где Россия, в общем-то, максимально пытается проводить свои имперские интересы. А вот этот коллапс может наступить только вследствие, очень кардинальных, радикальных, я бы сказал давлений на Россию. Другого пути я пока не вижу. Это радио Крым Реалии. Мы сделаем паузу на несколько секунд и продолжим эфир. Я крымчанин. Я из Феодосии. Я из Инкермана. Я из Симферополя. Я из Керчи. Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду. Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму. В нашем Крыму. Если для тебя это тоже важно, если ты хочешь знать больше, если тебе нужны разные мнения, хочешь услышать то, о чем молчат другие, подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас. Это радио Крым Реалии, у микрофона Рустам Халилов. Мы продолжаем нашу беседу с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Начало 2020 года было богато на разговоры об обмене удерживаемыми лицами. Однако весной обсуждение этих планов сошло на нет. Условно это можно было бы охарактеризовать словами «давайте после коронавируса». Рифат Агай, по вашему мнению, что затормозило этот процесс, если вообще он проявлял какую-то активность, был в какой-то мере активен? Я не принимаю прямого участия в тех переговорах, направленных на освобождение и политзаключенных, и военнослужащих Украины, и других граждан Украины, которые находятся в качестве заложников или на территории России, или в оккупированном Крыму, и особенно в застенках неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Однако, как и все, я осознаю, что обмен зависит только лишь от одной стороны, от России. И только лишь с ее решением освобождается какое-то количество людей, в том числе конкретные граждане Украины. И Россия подходит к этому процессу как к некоему торгу. Для России все те наши граждане, которые незаконно задержаны,
лишены свободы, содержатся в СИЗО, они все являются, они России рассматриваются как товар, который надо уступить тогда, когда можно реализовать какие-то свои интересы. Если они не могут реализовать эти интересы, то Москва говорит, пусть полежит этот товар. То, что это живые люди, то, что они умирают в этих очень мучительных условиях, Москву абсолютно не беспокоит. И получается, Украине сейчас нечего предложить, раз процесс не идет. Но вы абсолютно логичны. Я могу только догадываться, какие требования со стороны Москвы, и не обязательно такой прямой форме, там вот позвонили с Кремля и сказали, есть тысячи способов, чтобы довести ожидаемое Москвой руководство Украины. Я думаю, что да, и то, что Москва хочет, украинское руководство при всем своем желании освободить граждан Украины, оно не в состоянии выполнить, потому что это как раз будет то действие, которое снесет эту власть. Помните, вы мне задавали вопрос, что надо сделать, чтобы Россия ушла из Крыма? Надо, чтобы перед Кремлем стала угроза большая, чем от утраты Крыма. И вот нам надо достичь такой цели. Вот Москва тоже думает, что надо сделать такое, чтобы украинское руководство пошло на полную капитуляцию. Украинское руководство понимает, что оно не может пойти на капитуляцию даже ценой жизни своих граждан. Это очень больно, но это есть реальная жизнь. Угу. Коль уж мы перенеслись из Москвы в Киев, как вы сегодня оцениваете взаимодействие Меджлиса крымско-татарского народа с офисом президента? Я хочу сказать, что с лета уходящего года, этого года, в офисе президента лежит подготовленный нами совместно с структурами офиса президента проект указа президента Украины о взаимодействии с Меджлисом крымско-татарского народа. Над этим проектом работали юристы и офиса президента, и члены Меджлиса, но он остался нереализованным. Мне кажется, это говорит об отношении офиса президента к возможностям постоянного взаимодействия с Меджлисом крымско-татарского народа. Неподписанный указ отвечает сам за себя. Какие конкретные ключевые пункты в этом указе? Что вот наиболее ярко можно было бы выделить? Там нет ничего такого, которое бы, скажем, выходило бы за рамки логики нашей жизни, политики и, самое главное, за рамки действующего украинского законодательства. Речь идет о том, что офис президента и Меджлис крымско-татарского народа взаимодействуют по многим вопросам, направленным как на вопросы, связанные с деоккупацией Крыма, так и на обеспечение прямых таких потребностей, связанных с жизнедеятельностью крымско-татарского народа. Ведь какие ни были бы жесткие условия оккупации в Крыму, и наш народ же не собирается там молча умирать. Мы делаем все для того, чтобы не просто физически сохраниться, хотя и это очень проблемно. Мы могли бы много говорить о том, какие планы России по отношению к крымским татарам, чтобы очистить снова, как это сделал Сталин в 1944 году, Крым от его коренного народа. Но мы стараемся даже в этих условиях развивать и сохранять свой язык, культуру, иметь информационные коммуникации с собственным народом. Но очень много таких вопросов, которые требуют как минимум обсуждения с властью и нахождения таких форм их разрешения, которые бы удовлетворяли бы и правам крымско-татарского народа, и интересам украинского государства. Мы ничего нового здесь не предлагаем. Некая такая форма была в годы президента Леонида Кучмы, и она тогда и называлась немного по-другому, но поскольку ситуация изменилась, Верховная Рада Украины
марте 2014 года признала Меджлис крымско-татарского народа и Национальный съезд крымских татар Курултай, делегаты которого избирают Меджлис, высшими представительными органами крымско-татарского народа. Здесь необходимо было указом президента формализовать взаимодействие с Меджлисом крымско-татарского народа. Этой формализации не произошло, что говорит о том, что, видимо, в офисе президента преобладает мнение тех, которые хотят работать с крымскими татарами в ручном управлении. Сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим. Мы это переживали во времена Януковича и во времена даже некоторых других президентов, но потом почему-то все приходили к мнению, что надо в интересах общего дела взаимодействовать с Меджлисом крымско-татарского народа. Сложилась такая парадоксальная ситуация. Мы работаем с правительствами других государств, встречаемся с дипломатами, контактируем и взаимодействуем с международными организациями, а с офисом собственного президента мы не находим системного такого диалога. Кто может формировать это мнение относительно Меджлиса в офисе президента? Вот известно, что там на внештатной основе, насколько, если я не ошибаюсь, находится Сергей Куницын, бывший премьер-министр Автономной Республики Крым. Я меньше всего хотел бы сейчас говорить о персоналиях, тем более недостатков в звучании тех или иных фамилий в украинских медиа нет. Мы можем каждый день узнавать дополнительные какие-то информации про кремлевских, о прозападных, о еще каких-то сотрудниках офиса президента. Меня, честно говоря, это меньше интересует. Мы оцениваем, и это тоже правда, я хотел бы, но тех, кто сейчас не согласится с тем, что я скажу, но просто смириться с этим, потому что мы живем вот в ситуации, когда все свои ожидания крымско-татарский народ связывает с украинским государством и на ответственность на то, что происходит, возлагает на Меджлис крымско-татарского народа. И тогда, когда мы чувствуем вот эту ответственность, а мы ее достойно вынесли первые годы российского вторжения, когда мы вообще, и мы, я имею в виду крымско-татарский народ, остались один на один с этими вползающими в Крым армадами российских войск, техники и все остальное. И мы сегодня, чувствуя эту ответственность, мы каждого в Украине оцениваем с точки зрения того, какие у него представления о деоккупации Крыма и о будущем Крыма. И если в представлениях украинских чиновников нет приоритетности восстановления территориальной целостности Украины, в том числе и в первую очередь через восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом, если в головах у украинских чиновников нет вообще мысли о том, а каким же будет будущее крымско-татарского народа, не просто коренного народа Крыма, а у народа, который за пределами украинского государства не имеет иного какого-то государственного образования, которое было бы тождественным его истории, его языку, но его праву, в конце концов, на самосознание. Украина — это наше государство. Крымско-татарское, украинское. Я не хочу здесь никаких дискуссий. У нас, у крымских татар, как и у українців, є одно государство. Українське государство, українська держава. І якщо хтось думає про те, що можна вирішувати долю України без кримських татар і без Криму, ми цих людей оцінюємо вкрай негативно. Я не хотів би зараз говорити про прізвище. Хорошо, не будем говорить про фамилии. Напомните, пожалуйста, когда в последний раз была встреча президента или главы офиса президента с руководством Меджлиса? Это весной было или позже? Это было 18 мая 2020 года. Правда, что-то напоминает, как подходы прошлых лет? Да? Давайте поговорим с крымскими татарами, у них сегодня там какой-то день. И после этого как раз появился тот указ, вернее, проект указа, который так и лежит под сукном. Там договорились о том, что мы создаем рабочую группу. Президент даже сказал, пусть она будет такой, небольшом количестве, дайте своих представителей, мы здесь с офиса. И эта рабочая группа пусть рассматривает и дает нам предложения по самым актуальным вопросам, которые требуют своего разрешения. И в числе тех вопросов, которые требуют своего разрешения, были названы вот эти подготовленные проекты 3 законов
о корінних народах в Україні, про статус кримськотатарського народу і про внесення зміни до Конституції України в частині розділу 10-го Автономна Республіка Крим. І друге завдання цієї робочої групи – підготувати цей проєкт указу щодо взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу. Це було доручення і пропозиції голови президента України Володимира Зеленського. Ми все це виконали і все, але на цьому далі не було жодних кроків з боку Офісу президента. Еще один нерешенный вопрос. До сих пор не назначен уполномоченный по делам крымских татар, хотя в какой-то момент вообще шла речь о назначении уполномоченного по делам Крыма. Такое вот предложение выдвигалось. Ну, дивіться, це теж питання з низки тих питань, які ми обговорювали 18 травня, і так, рішення до цього часу немає. Госбюджет 2021. Насколько в нем представлены интересы крымских татар? Что с программой расселения и обустройства депортированных? Ну, знаете, здесь коллеги принимали непосредственное участие, я имею в виду народные депутаты Украины, представители крымских татар, Мустафа Гаджимилев, Ахтем Чийгоз и Рустем Умеров. И я признателен им за ту работу, которую они проводили. Бюджет вообще принимался чрезвычайно сложно. Дело в том, что в реальной жизни, ну давайте мы будем исходить из того, все то, что происходит сейчас в оккупированном Крыму, с точки зрения прямого участия украинского государства, это просто невозможно, нереально. И со стороны российских оккупантов это просто непозволительно. И поэтому прямые программы, связанные с решением проблем людей в Крыму, в украинском бюджете, не могут быть предусмотрены, и их там нет. А в годы до оккупации, разумеется, вся эта программа была направлена 99,9% на территорию Автономной Республики Крым. Поэтому этот большой блок или большой этот сектор, он просто отрезан. Речь идет о решении проблем вынужденных переселенцев и тех проблем, которые связаны с коммуникациями с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. И в этой части нельзя разделить направление финансирования отдельно для крымских татар, отдельно для других. Наши депутаты, и я еще раз хочу выразить им признательность, они максимально взаимодействовали в рамках Верховной Рады, чтобы увеличить финансирование, связанное с оказанием помощи участникам российско-украинской войны. У нас есть достаточно много выходцев из Крыма, и в том числе и много крымских татар. И эти люди все находятся без жилья. Поэтому увеличение этих статей в какой-то мере связано и с вкладом наших народных депутатов. Речь идет об оказании помощи вынужденным переселенцам, хотя здесь суммы такие, которые не решают проблемы, но в Украине, если я не ошибаюсь, уже более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев, и огромная доля здесь вынужденных переселенцев в Донецкой области. В 2021 году будет возможность оказать финансовую помощь. Я не говорю про финансировать в полном объеме, но некоторые средства массовой информации, которые коммуницируют с оккупированной территорией Крыма. Еще один главный вызов этого года – коронавирус. Он стал бедой, с которой столкнулся весь мир, не обошел стороной и Крым. Существует мнение, что в силу строительства социальных связей крымских татар в Крыму он коснулся особенно сильно. Это не подтверждено какой-то официальной статистикой, однако такие рассуждения я часто встречал в социальных сетях. Вы с ними согласны? Смотрите, здесь крымско-татарский народ, к великому нашему сожалению, он численно, по сравнению со своими соседями, он численно мал. Численно, я еще раз подчеркиваю этот термин. Соответственно, мы в своем народе практически знаем чуть ли не каждого, и особенно людей, которые известны своей общественной активностью, творческими своими изысканиями, деятельностью. И тогда, когда началась пандемия коронавируса, у нас действительно сложилось такое впечатление, что эта болезнь
просто забирает из наших рядов каждый день все больше и больше наших людей. Вы знаете, одна ситуация в таком миллионном этносе, когда ты чувствуешь свою сопричастность тогда, когда это касается исключительно тебя. Но это есть такое ощущение у многих людей, которые относятся к многомиллионным сообществам. У нас все это воспринимается по-другому. Поэтому люди, конечно, начали бить тревогу. И, разумеется, сразу обратили внимание на те традиционные и привычные нам формы поведения, которые в условиях пандемии коронавируса, в общем-то, противопоказаны. Но у нас же очень солидарный народ. У нас не бывает ни одной ситуации, чтобы рядом у соседей случилось нечто хорошее или, не дай бог, плохое, и ты не пошел к ним и не узнал, что случилось, и самое главное, чем помочь. И особенно, когда случаются такие события, когда надо быть вместе, но люди это продолжали и продолжают, кстати, себя так вести. Мы попытались всеми возможными нам способами пояснить людям о необходимости предпринимать дополнительные меры защиты. Я не думаю, что крымские татары вели себя намного отличительно в этих условиях с точки зрения поражения инфекцией. Думаю, что очень многие люди были беспечными и продолжают быть такими беспечными. Но мне представляется, этот период мы тоже пережили, и сейчас люди очень осознали, какие бедствия несет эта болезнь. Но мы предпринимали другие еще действия. Меджлис крымско-татарского народа, видя то, насколько статистика в оккупированном Крыму не соответствует реальному расширению пандемии в Крыму, количеству смертей, мы провели свои дополнительные изыскания в этой сфере и приняли специальное заявление, в котором обратились и Всемирную организацию охраны здоровья, и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, и в ОБСЕ, которая имеет мониторинговую миссию по правам человека в Украине, а также специальную миссию по мониторингу прав человека ООН, мы, в общем-то, призвали их немедленно посетить Крым, для того, чтобы на месте изучить ситуацию с охраной здоровья мирных жителей, которую мы посчитали катастрофической. И, к великому сожалению, наши призывы, они лишь ограничились со стороны этих организаций формальными их ответами, что они не могут добиться от российских властей, которые контролируют ситуацию в украинском Крыму, они не могут добиться разрешения на въезд в Крым. Мы предпринимаем некоторые действия по оказанию помощи соотечественникам, которые заболевают в Крыму. Разумеется, это наша помощь, она не решает проблемы множества заболевших людей, но в каких-то определенных конкретных ситуациях Меджлис крымско-татарского народа, я здесь подчеркиваю, крымско-татарская диаспора оказывает помощь тем людям, которые заболевают. Насколько я понимаю, в первую очередь речь идет именно об обеспечении лекарствами, потому что катастрофическая ситуация в том числе сделала то, что, например, на полуострове нет лекарств, которые на материке, на украинском, продаются достаточно свободно. Это правда. Те лекарства, которые не только в Украине, во всем мире считаются эффективными при излечении больных коронавирусом, их в Крыму долгое время не было, я сейчас не могу сказать, какая ситуация, и поэтому мы попытались здесь организовать помощь, но, понимаете, все то, что мы, и в том числе эта наша передача, она не просто попадет под мониторинг российских оккупационных властей, но каждая служба
по результатам вот нашей с вами беседы, она себе еще составит план по противодействию вот тем нашим намерениям, которые с точки зрения российских оккупантов являются для них неприемлемыми. На административном кордоне с стороны российских оккупантов предприняты были драконовские меры для того, чтобы не позволять людям, которые переходили эту линию, провозить лекарства. Мы нашли другие пути, которые, думаю, что более эффективные. Не будем тогда их озвучивать, перейдем к другой теме. В этом году, да и в предыдущие годы, но в этом особенно сильно, в контексте Крыма особенно остро звучит вопрос воды, обеспечения Крыма водой. Напомню, с чего начинался год. В феврале 2020 года в эфире телеканала «Прямой» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что готов был бы дать воду в Крым в обмен на уступки России по Донбассу. Давайте послушаем, что он тогда сказал. Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну я б на таке пішов, тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Здесь важно отметить, что позднее он заявил, что его цитату вырвали из контекста, и Арахамия не имел в виду возможность подачи воды в Крым до деоккупации полуострова, он утверждает так. В то же время наиболее засушливым за последние 150 лет назвал 2020 год подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. В населенных пунктах полуострова в 2020 году начали подавать воду по графику. Тем временем способы обеспечить Крым водой звучат каждый раз разные. Из последнего президент России Владимир Путин сказал, что будут искать пресную воду под Азовским морем, а Сергей Аксенов надеется на опреснительные установки, которые будут сооружать в Крыму. Одно из любопытных мнений, которое я слышал по этому поводу, все шаги, которые предпринимает Кремль, временные, потому что в долгосрочной перспективе российские власти надеются решить проблему подачи воды в Северо-Крымский канал. Что вы думаете по этому поводу? Я тут вы показали сюжет с Арахамией. Хочу сказать, что там была целая така цепочка, ну, те, що я називаю, знаєте, от я ж історик за фахом, і от є в нашій науці такий термін, як розвідка, ну, скажімо, розвідка щодо українсько-кримських взаємовідносин, коли люди роблять перші такі кроки досліджень, щоб перейти потім до великої теми. И вот в этом случае мне показалось, что вот, Россия как бы послала некоторых разведчиков со своей стороны, чтобы ну, просто посмотреть на нашу реакцию. Я помню очень хорошо, что после Арахамии на эту тему высказался премьер-министр Шмыгаль. Я это помню хорошо, потому что ночью я был как раз в Нью-Йорке, 5 марта я готовился к выступлению 6 марта на Совете Безопасности ООН по формуле Ария и очень четко продумывал детально все те предложения, которые от имени Меджлиса я хотел предложить членам Совета Безопасности, в том числе, что касается санкций, чтобы заставить Россию выполнять нормы международного права. А тут мой премьер-министр говорит о том, что надо поставлять воду, и мне пришлось тогда отвлечься и сразу отреагировать на это в социальных сетях. Потом эта тема стала расширяться. Я думаю, что мы все были свидетелями, когда Москва начала потихонечку выяснять возможности принуждения украинской власти к обеспечению Крыма, к снабжению Крыма Днепровской водой через Северо-Крымский канал. Но, слава богу, не только лишь позиция Меджлиса крымского народа, других очень влиятельных организаций в Крыму, а в целом украинское общество продемонстрировало, ну, большинство, я здесь буду тоже, в общем-то, достаточно конкретным, большинство украинского общества не разделяет такой подход. И вот этот тезис, что Крым обязательно получит Днепровскую воду,
как только русские оккупанты уйдут с территории полуострова, эта теза сегодня главенствует в украинском обществе, и он не позволит никому во власти, но каким-то образом пойти на сговор с Кремлем. Вот еще одна тема, которая обсуждалась в связи с Северокрымским каналом. В этом году много говорили о возможном вторжении России со стороны Крыма ради того, чтобы пустить воду в Северокрымский канал. Ничего этого не произошло. Получается, это было напрасное нагнетание. Или вы думаете, вероятность такого сценария все же не была в рамках статистической ошибки? Я был одним из тех, которые тоже говорили о такой реальной, с моей точки зрения, и тогда, и сегодня мне представляется, такая опасность остается. Нет, это никакое не было нагнетание, это было просто реальная оценка тех ситуаций, в которой оказалась оккупационная власть на территории Крыма в условиях отсутствие Днепровской воды, и они, но пока еще из этой ситуации каким-то образом, и в первую очередь за счет ограничения потребления воды населением Крыма, они вышли, но последующий период ничего доброго, в общем-то, не обещает вот в этой сфере, и поэтому нам надо здесь быть очень внимательными. Все эти разговоры о строительстве опреснительных станций – это разговоры для Путина и его окружения. Им нужны эти проекты для того, чтобы успеть еще побольше, отжать оттуда денег для себя лично. Я сейчас не готов говорить о цифрах, но мы с моими молодыми помощниками проводили такие, очень, может быть, дилетантские исследования с точки зрения мощности этих станций в мире и соответствия их потребности воды в Крыму, вот ежегодной. Эти цифры несопоставимы, а затраты на получение пресной воды из морской, они колоссальны. У нас остается буквально 3 минуты, и масса вопросов, которые остались незаданными у меня. Но давайте поговорим в последней части нашего эфира о прогнозах. Чего ждать в 2021 году, по вашему мнению? Какие тенденции нас ожидают? Я пытаюсь в новых условиях не говорить о конкретных ожиданиях, кроме того, что лучше планировать свою работу для того, чтобы эти позитивы, ожидаемые в нашей жизни, случились. И поэтому мы знаем нашу цель, она абсолютно всем понятна. Это очищение Крыма от российских оккупантов, то есть деоккупация Крыма. И все, что в нашей жизни от нас и от наших партнеров зависит, мы обязаны выполнять и в том году, который наступает в 2021 году. Но мы уже говорили о Крымской платформе, мы продолжаем наше сотрудничество с международными организациями. Я даже знаю, что в январе месяце будет обязательно, надеюсь, будет принят документ, который мы готовили вместе с депутатами Европарламента. Мы должны сделать все для того, чтобы оккупация Крыма как можно быстрее прекратилась. Для этого у нас, с моей точки зрения, при всех наших сложностях есть все возможности. У нас есть украинское государство, у нас есть множество партнеров, которые стоят с нами вместе против российской агрессии. И у нас есть в Крыму крымско-татарский народ, который, несмотря на вот эти жесткие репрессии, преследования, давление со стороны оккупантов, он продолжает сохранять свое единство и не приемлет российскую агрессию. Относительно планов 2021 года, марш в Крым, который планировался и не состоялся в этом году из-за коронавируса, он остается в планах на 2021, когда коронавирус будет побежден, можно условно так скажем? Когда мы говорили об этом плане, нам не удалось тогда довести самые главные такие особенности той акции, которая планировалась. Во-первых, это была дата 3 мая.
накануне вот того всемирного такого видовища, которое планировал Путин в связи с 75-летием, как они называют, Великой Отечественной войны. То есть эта дата для нас была очень жестко привязана к нашей акции, но не это главное. Главное было то, чтобы рядом с нами были парламентарии тех международных организаций, но парламентарии в прямом смысле, делегаты, депутаты парламентской ассамблеи ОБСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, Европарламента, которые принимают решения, призывы, воззвания в сторону России. Россия их игнорирует, а международные организации не в состоянии, особенно ОБСЕ, особенно Совет Европы, выполнять возложенные на них функции. И нашей целью и особенностью этой акции было то, что вместе с народными депутатами Украины, с членами Меджлиса крымско-татарского народа, с гражданскими активистами Украины, для которых бесспорно Крым — украинская земля, вместе с нами в одном ряду пошли европейские парламентарии, и которые... подошли к админгранице с Крымом. Простите, Рифат ага, вынужден вас перебить. Программа подходит к нашему завершению. Хронометраж уже практически исчерпан. Благодарю вас за включение. Моим собеседником сегодня был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. У микрофона для вас работал Рустем Халилов. Хорошего вам дня.